В эфире новости и главные события к этому часу. В студии Радченко. Здравствуйте. Прямая ответственность на местах и конкретные сроки исполнения. Владимир Путин подписал указ о развитии Дальнего Востока. Между тем, премьер Михаил Мишустин продлил выплаты медработникам. Самый зрелищный выпуск подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года. Согласно документу правительству, страны поручено обеспечить превышение среднероссийских темпов роста качества жизни населения. Оно должно пройти по нескольким направлениям. В них разбиралась и готова рассказать подробности Полина Долинская. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Также президент России поручил правительству в ближайшие 3 месяца утвердить национальную программу на период до 2024 и на перспективу до 2035 года. Что надо вместе сделать для того, чтобы на Дальний Восток приходило больше инвестиций? Я считаю эту работу очень важной, потому что если приходят инвестиции, значит растет экономика. Если растет экономика, значит больше становится бюджет и больше возможностей для улучшения жизни людей, и динамика жизни региона другая. Поэтому мы этим занимаемся. Подписание указа состоялось 26 июня текущего года, и с момента его опубликования на официальном портале правовой информации вступил в силу. Вот лишь некоторые направления. В соответствии с указом в национальной программе должно быть предусмотрено ускорение экономического роста Дальнего Востока за счет экспортно ориентированных отраслей экономики – нефти, газа, химии, авиа- и судостроительства, промышленности и прочего. А также в национальной программе должны быть предусмотрены такие направления, как развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, включая принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости, повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения. Напомню, еще в сентябре прошлого года в ходе Восточного экономического форума Айсен Николаев, как руководитель рабочей группы Госсовета страны по вопросам развития Дальнего Востока, представил в своем докладе программу развития округа. Уже тогда Владимир Путин в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования. Теперь же с выходом указа президента страны пути развития Дальнего Востока на ближайшие годы определены максимально четко. Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Медики, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение 2 месяцев, в июле и августе. Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение 3 месяцев, начиная с апреля. Теперь же срок продлен до конца лета. Напомню, врачи получают по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал по 50 тысяч, столько же врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей. 1,5 десятка человек в этом году стали жертвами телефонных мошенников в Хангаласском районе Якутии. Какие схемы обмана сработали на жителях, узнала Виолетта Засимова. Скачайте и установите данное приложение, и мы обещаем исправить ситуацию. Или вы выиграли приз. Чтобы забрать его, нужно перевести деньги на указанные реквизиты. Как только вы услышите подобное по телефону от неизвестного собеседника, сразу же кладите трубку. Это телефонные мошенники, посягающие на ваши денежные средства. Сейчас почему-то представляются сотрудниками Центробанка, хотя фактически они никогда такие звонки не совершают на самом деле. И никогда сотрудники банков не спрашивают номера карт. Общая сумма денежных потерь хангаласцев после общения с телефонными мошенниками за полгода составила почти 700 тысяч рублей. Самая крупная единичная потеря – 150 тысяч рублей. Жертвами чаще всего становятся женщины. Из 14 зарегистрированных случаев 10 приходится на слабый пол. Среди телефонных мошенников встречаются и жители республики, но их, как правило, быстро вычисляют. В основном якутян обманывают жители других регионов. Раскрытие на самом деле у нас тут специфика, то, что совершение этих преступлений дистанционное,
оно имеет свои трудности. И использование как раз вот этих вот информационных технологий и гаджетов, все это связано с персональными данными, и получение разрешения через целый ряд мероприятий нужно сделать. То есть это долго происходит, соответственно, время упускаем на самом деле. Но устанавливаем. И есть такие факты. С начала года у нас 4 дела уже решены, направлены в суд. В последнее время телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Могут представляться сотрудниками пенсионного фонда или компании МТС, писать СМС или звонить с номера 900, знать полностью ваши инициалы и так далее. Убедительная просьба: ни под каким предлогом не сообщайте незнакомцам на том конце провода ваши персональные данные и данные ваших банковских карт. Не совершайте переводы денежных средств, не удостоверившись в информации. Не скачивайте подозрительные приложения и не переходите по сомнительным ссылкам. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. По данным Центральной избирательной комиссии Якутии, за первые 2 дня голосования по поправкам в Конституцию в регионе проголосовали почти 84 тысячи граждан. В том числе свыше 59 тысяч непосредственно на участках. Больше всего по республике избирателей проголосовало в Якутске – 10,5 тысяч человек. На втором месте Нирюнгринский район с количеством проголосовавших 7300 человек. А в Мирнинском районе свои голоса отдали чуть более 7 тысяч граждан. Если говорить о статистике в целом по стране, то свой гражданский долг исполнили более 21 миллиона россиян. Тем самым явка составила 13% от общего числа избирателей. Завтра, 29 июня, по всей России стартует ЕГЭ. Это пробный экзамен, который пройдет без детей. А ЕГЭ по учебным предметам для поступления в вузы выпускники придут писать 3 июля. Как будет проходить проверка знаний в этом году? Что изменилось в порядке проведения? Какие меры безопасности принимаются для профилактики распространения коронавирусной инфекции? Обо всем и по порядку наш корреспондент Максим Кардозу. Репетиции экзаменов, видеонаблюдение, тысячи медиков. В этом году к непростой процедуре проведения ЕГЭ добавились новые правила. Коронавирус диктует свои тренды, в первую очередь связанные с безопасностью. В 200 пунктов приема экзамена по всей Якутии придут почти 6 тысяч выпускников. Необходимо в первую очередь соблюдать социальную дистанцию, необходимо организовать термометрию участников до начала проведения и после проведения экзамена, каждого экзамена. Необходимо выполнить мероприятие по дезинфекции помещения. Необходимо также в каждом пункте проведения экзамена обеспечить наличие антисептиков, обеззараживателей воздуха. Отдельные рекомендации связаны с ношением во время экзамена масок и перчаток. Нет требования к тому, чтобы на дети одевали их. И ситуация, если в одних регионах практически пошла на спад, в некоторых регионах уже 0 вновь заразившихся, сейчас есть ряд регионов, где наоборот они еще на пике, и поэтому решать, будут ли дети в масках или нет, это решение будет принимать региональный оперативный штаб. В целях безопасности из помещений с детьми уберут и общественных наблюдателей. Они будут находиться снаружи или дома в онлайн-режиме. Но достать шпаргалку все равно не получится. За соблюдением всех правил будет следить система автоматического видеонаблюдения. Такие технологии применяются впервые. Видеонаблюдение будет у нас так запрограммировано, когда искусственный интеллект будет сам определять, ставить метки в тех случаях, если мы увидим какое-то нестандартное поведение, телефон в руках и так далее. Она нам поможет выявлять на ранней стадии нарушения, но я хочу здесь подчеркнуть, искусственный интеллект не решает, удалять ребенка или нет, он просто ставится метка, на которую стоит обратить внимание. Многих родителей беспокоит вопрос, что делать, если ребенок не попал на экзамен по заключению врача, например, из-за высокой температуры. Эксперты отмечают, беспокоиться не стоит. Можно сдать ЕГЭ в резервные дни или в дополнительный период в августе. Основная волна проверки знаний пройдет с 29 июня по 25 июля. Апелляции регионам рекомендовано проводить дистанционно, а результаты каждого экзамена должны прийти выпускнику в течение 10 дней. Максим Кардозу, Москва, Якутск.
Особое внимание мерам безопасности выпускников уделяют и в Алданском районе Якутии. Как ЕГЭ пройдет там, расскажет Татьяна Вахнина. Границы социальной дистанции размечены, зигзагообразная рассадка в аудиториях определена. Через неделю, в следующую пятницу, выпускники школ зайдут в аудитории, чтобы продемонстрировать знания школьной программы. В этом году количество учеников, сдающих единый государственный экзамен, в Алданском районе уменьшилось. У нас вообще всего 231 выпускник был, да, из них 80 отказались, и поэтому получается 158 выпускников у нас текущего года сдают и 14 выпускников прошлых лет. В Алданском районе 5 пунктов приема экзаменов. Пункт на базе школы номер 1 является наиболее крупным. В аудиториях тестирования будут проходить алданские ребята, а также школьники поселков Ленинский и Лебединый. К встрече экзаменуемых пункт полностью подготовлен. Если раньше у нас прием был в один вход, то теперь мы принимаем в 2 входа с соблюдением дистанции. Кроме этого, во дворе нашего ПП участники будут пребывать согласно графику. График уже весь размещен в образовательные организации направлен. Особое внимание на экзаменах будет уделено мерам безопасности. Средства индивидуальной защиты обязательны, а в аудитории школьники будут допущены после измерения температуры. Впрочем, во время тестирования послабления масочного режима допускаются. Ребята будут входить в ПП в масках и перчатках, но на экзамене рекомендовано ребятам или быть в маске, или могут они быть без маски. То есть это на усмотрение уже участника идет. Вы сами понимаете, что ребенку, тем более если ребенок в очках, очень тяжело находиться в маске все это время. Противоэпидемический режим внес в процесс сдачи экзаменов серьезные коррективы. В целом же принципиальных нововведений в процедуре ЕГЭ в этом году нет. Наиболее многочисленным будет экзамен по русскому языку. А самым популярным предметом по выбору у 11-классников по-прежнему остается обществознание. У нас остались все-таки все равно русский язык, как бы основной такой предмет. Ну, математика, у нас 74 человека будут сдавать. И, обществознание 81 ребенок. Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 3 по 22 июля. Затем последуют 2 резервных дня, в которые смогут сдать экзамены те, кто ранее не явился на тестирование по уважительной причине. Заключительный этап сдачи экзаменов придется на август. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Самый зрелищный выпускной страны «Алые паруса-2020» в Санкт-Петербурге прошел в онлайн. Несмотря на смену формата, организаторы пообещали, что шоу произведет ошеломляющий эффект на зрителей. И обещания сдержали. Праздник получился по-настоящему незабываемым. Концертную программу транслировали по 5 каналу и в его социальных сетях. Благодаря большому числу камер зрители могли видеть эмоции артистов в мельчайших деталях и с разных ракурсов. Трансляция представления, включающая в себя световое, пиротехническое и водное шоу, а также проход брига «Россия» по волнам Финского залива, стартовала за концертом после полуночи на основных федеральных каналах и в социальных сетях. Так что увидеть ее могли не только петербуржцы, но и жители других регионов. И на этом пока все. До встречи в следующем часе.